Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Евгений Михайлов. Смотрю, что сейчас разворачивается в крупнейших телеграм-каналах, которые пишут о событиях в Баймакском районе Республики Башкирия, где народ начал выказывать недоверие именно Радию Хабирову и просит фактически вести внешнее управление в республике. Что же там происходит? Я так пообщался и могу сделать свои определенные выводы. Дело в том, что телеграм-каналы крупнейшие, которые стали писать, что народ Башкирии это башкиры, там экстремисты, пошли против власти, явно переигрывают. На мой взгляд, происходит несколько иное. В Башкирии уже были события против разработки легендарной горы Куштау. Народ тогда выиграл. Тогда были вот экоактивисты, вот этот Фаиль Алсынов, который сейчас задержан и осужден уже в Баймакском районе, именно в Баймаке, за выступление против золотодобычи. И он как бы возглавил это. И его осуждение, суд собрал тысячи людей. Его объявили экстремистом, внесли в Росфинмониторинг, дали 4 года. И, дескать, народ, который выступает за его освобождение, он экстремист. И на самом деле я хотел бы сказать так. Народ, который там собрался в Баймаке, это не экстремисты. И, на мой взгляд, им глубоко по боку этот Фаиль Алсынов. Они вышли просто за то, за что он выступал. А Фаиль Алсынов грамотно воспользовался ситуацией, подогрел ее, воспользовался настроениями народа, которому не нужны золотодобытчики у себя в районе, которые разрушают природу, которые навезли мигрантов, которые нарушают закон. И народ поддержал Фаиля Алсынова в его начинаниях. Да, он может быть 5-й колонной. Да, он там плохой. Да, он то-то. Но куда вы смотрели Радий Хабиров, когда этот же плохой возглавлял движение по защите горы Куштау. И отбили народ. То есть не вы возглавили Радий Хабиров. Потому что это тоже было вам в упрек поставлено. Вот. И сейчас, когда население против очередных разработок, фактически вы в республике превращаете свой народ в экстремистов. Это тот народ, который послал тысячи бойцов на проведение специальной военной операции, которые наводят ужас на ВСУ и на нацистов. Я думаю, что сейчас в Башкирии идет явный перегиб в данном вопросе. Вот то, что сейчас появляется информация о том, что, дескать, башкиры, они такие националисты. Да мы все по-своему националисты. Не надо путать нацизм с национализмом, с патриотизмом. Сейчас некоторые депутатики начали заявлять о том, что основа 5-й колонны в России это ультрапатриоты. Это глубоко ошибочное поведение депутатов, на мой взгляд. У нас ультрапатриоты тоже на фронте воюют. И достойно воюют. А здесь, внутри страны, чтобы не было бардака, нужно работать с людьми. Так вот, я думаю, что Радий Хабиров, судя по, опять же, информационной повестке, абсолютно не работал с гражданами. Не слушал петиций, недовольства граждан, именно глубинного народа Башкирии. Ведь, по сути дела, Баймакский район – это глубинка Башкирии. Какие там экстремисты? Им не мешайте жить, они будут вам помогать, они пошлют своих сыновей на фронт, как всегда башкиры это делали. Великую Отечественную, в смутное время спасали Москву. А то, что сейчас происходит, это некая такая деформация, переформатирование того, что там действительно происходит. Вот эти разговоры про
башкорт, про пантюркизм. Но это разговоры для бедных. Турки там ничего не могут сделать. Башкиры сами по себе. Им глубоко наплевать на пантюркизм, на турецкие инициативы в регионе. Не войдут турки туда. И на самом деле вот обвинение башкир в национализме и в сепаратизме вот этих вот людей, которые вышли и в районе здания суда и протестуют против того, чтобы творили с Фаилем Алсыновым, да, они протестуют именно против действий власти, направленных на ущемление их собственных прав. Вы объясните все, скажите, что все будет нормально, объясните, откуда взялись иммигранты, откуда взялись эти компании, разберитесь в этом, не ущемляйте прав вот этого простого населения, глубинного Башкирии, и все будет хорошо. И тогда забирайте Фаиля Алсынова, еще какого-нибудь там активиста, вот, наказывайте их за их высказывания, которые есть, которые вы там сделали экспертизы, но народ не надо превращать в экстремистов. Я думаю, что спецслужбы должны разобраться в ситуации. И я уверен в том, что у нас прекрасно работает ФСБ, МВД. Но вот просто власти переворачивают ситуацию так, как им выгодно. Спецслужбы не допустят, допустим, нахождения каких-нибудь сетей пантюркизма, сетей свободных там башкортов и каких-то иных идей. Если сейчас идут в этом обвинения, значит, обвиняют фактически наши спецслужбы. Но этого же нет. Наши спецслужбы и силовые органы прекрасно работают. А вот косяки именно Радия Хабирова, которому предъявляет народ за незаконные разработки там, карьеров и прочее, они же ведь неспроста предъявляют. Мне звонят с Башкирии, допустим, ребята говорят, что к простому населению в этом же районе Баймакском, где идут там золотодобыча, подходит, говорит, продавайте свои дома, езжайте в какие-нибудь соседние города. То есть, дескать, мы дальше будем тут разрабатывать, а вы там валите отсюда, с вашей земли. И будут разрабатывать вот эти иммигранты и так далее. И недовольство появляется именно поэтому, что у нас мало по стране. Те же крупнейшие телеграм-каналы пишут, вот там узбеки собрались на овощебазе, или там таджики, или так далее, и незаконный иммигрантский анклав, наведите порядок. Наводят, показывают рейды, высылают тех, кто хулиганит, кто не имеет законных оснований для нахождения на территории России. Так почему же сейчас те же самые претензии глубинного башкирского народа, который и обеспечивает благосостояние, в частности, этой территории в составе Российской Федерации, почему их претензии превращаются в экстремистские воззвания и, дескать, нарушение закона? Нужно уже всех тогда наказывать по всей стране, где происходят высказывания плохие против незаконной иммиграции и прочего. То есть не нужно мерить башкир подобными рамками. Я не знаю, я бывал в Башкирии, там достойные люди, и сейчас превращение вот этих тысяч людей, на самом деле, которые вышли протестовать против незаконной золотодобычи, они же вышли не за Фаиля Алсынова, поверьте, не за вот этого экоактивиста. Понятно, что возможно влияние западных структур, возможно там, но они же находят слабое место, а слабое место в республике, судя по всему, это глава республики.
Его действия, действия его команды, но никак не народ, не страна. И вот здесь нужно обратить внимание, на мой взгляд, федеральному центру. Я читаю, я просто офигеваю. Раскрыта сеть ячеек, Башкорт, там раскрыта сеть там пантюркизма, Туран, там что только не пишут. Да не несите бред в оправдание бездействия власти на местах, которая не слушает свой народ, особенно в столь тяжелый период проведения специальной военной операции, когда все должны быть мобилизованы как один, как кулак. Народ-то мобилизован. С этого района, кстати, очень много людей, парней достойных, воюют на фронте. И вот сейчас вот эти вот шаги, когда ребята с фронта вынуждены писать в защиту, так сказать, кто-то пишет в защиту Алсынова, опять же пишет не в защиту Алсынова, а того, что он говорил от лица народа. Кто-то пишет сейчас в защиту власти Радия Хабирова с фронта. То есть ребята вынуждены отвлекаться на то, что власть проморгала у них там. Это правильно? Нет. Я думаю, что федеральный центр должен обратить внимание на ситуацию и тщательно в этом разобраться. Не виноваты башкиры в том, что Радий Хабиров сделал какие-то упущения. И неоднократные упущения в собственном руководстве. Народ нужно слушать. А если к народу относиться как к быдлу, вы получите противостояние. Это очевидно. Я хотел бы привести пример Дагестана, где были весьма серьезные события в Махачкалинском аэропорту, когда украинские телеграм-каналы грамотно все, используя, раскрутили обстановку, и была охота на еврейское население, которых там и не было. Никто не прилетел в Махачкалинский аэропорт, и вышли сотни там и тысячи людей, камни и так далее. И при этом власть разобралась. Никаких жестких приговоров. Да, были сотни штрафов, там, трудодни и так далее. Но никто не повел себя так, как никто не стал писать так, как пишут сейчас о башкирах. Попробуйте написать о дагестанцах так, как сейчас о башкирах. Так а почему башкиры должны терпеть такое отношение к себе со стороны собственной региональной власти? Я вижу, как общаются там, показывают силовики с осторожностью, понимают, что может произойти. Почему Радий Хабиров не выйдет и не поговорит с народом, а не говорит там какую-то ересь? Ну вот, его команда, в принципе, говорит ересь. Я думаю, что федеральной власти нужно действительно услышать народ, прежде всего, которые, еще раз скажу, не экстремисты, они просто хотят справедливости. И вот эти все якобы находящиеся там ячейки, ну, это чушь. Это чушь. Потому недоверие к власти порождает доверие к вот таким возможным проявлениям иностранного влияния. Недоверие именно к региональной власти, к российскому руководству, к президенту, к законам, к стране претензий нет. Исполнение этих законов на местах – вот это основная претензия того народа, кто вышел сейчас в Баймакском районе и говорит свои претензии, прежде всего, Радию Хабирову, не Путину, не там военным, никому, а Радию Хабирову. И сейчас вот эти вот заявления, выставление крайним там главы ГУВД Башкортостана там и тому подобное, якобы непроведение профилактической работы. Да это бред. Все прекрасно знают о ситуации в Башкирии, о том, как руководит именно Радий Хабиров. К нему есть претензии.
И вместо того, чтобы обострять обстановку перед президентскими выборами, я бы рекомендовал бы тому же Радию Хабирову, конечно, как я могу рекомендовать? Вот, но все-таки обратить внимание на народ, слушать, что он говорит. Сейчас многие бизнесмены, конечно, под шумок пытаются рубить бабла, но не такими методами. Не в той республике, где народ действительно часто выходит с протестами за свое национальное достояние, за наше с вами достояние, за природу, за экологию, чтобы мы ездили в Башкирию отдыхать, еще куда-то. Золото можно нарыть где-нибудь и в других местах, там, где это возможно проводить по закону. Но то, что сейчас происходит в Баймакском районе Башкирии, меня, конечно, возмущает. Я занимаюсь экстремистскими, так сказать, вопросами, будучи советником Организации исламских государств по противодействию экстремизму, и я вижу, что там близко нет экстремизма. Просто народу надоело, что с ним обращается по-свински собственное региональное руководство. А полиция и другие, они вынуждены просто в этом участвовать, потому что у них нет выбора.